Ингушетия уже не первый год ассоциируется у гостей республики с величественными горами, вековыми башнями и уникальной живописной природой. Тысячи туристов, посещающих наш регион, желают еще раз увидеть эту красоту. Многочисленные туристические маршруты, список которых все еще пополняется, пользуются большой популярностью, несмотря на коронавирус. 2020 стал для Ингушетии довольно успешным в плане развития туризма. Наше культурное наследие, наряду с природно-климатическими условиями, всегда было основой для развития туристического комплекса. Туризм прочно занял позиции одного из ключевых направлений в развитии региона. В прошлом году мы показывали 130 тысяч туристов. В этом году мы примерно покажем около 90 тысяч туристов. Но при этом у нас все мы понимаем, да, что средний чек увеличивается, загрузка по гостиничным номерам де-факто тоже увеличена. Есть некоторые тонкости, о которых я сейчас говорить просто не буду, но динамика положительная по сравнению с теми возможностями, которые у нас республиканскими есть сейчас, и соотносить это с предыдущими, динамика положительная. Лучше гор могут быть только Ингушские горы. Увидеть эту красоту приезжают многочисленные группы туристов со всего мира. Маршрут чаще всего один и тот же. Вовнушки, Игикал, Тхабаерды и перевал Цейлом. Не только камера не способна в полной мере передать всей красочности этого места, но и гости республики не могут в полной мере описать свои эмоции и впечатления при виде этих живописных пейзажей. По словам туристов, в Джирахе ощущается какая-то особенная атмосфера. Погода великолепная, все очень хорошо видно, заснеженные верхушки гор, тепло, думали, что будет холоднее, взяли целый чемодан вещей, но ничего практически не пригодилось. Мне здесь очень понравилось, великолепный вид, потрясающие горы. Надеюсь, что мы сюда еще вернемся. Башенный комплекс Игикал, пожалуй, самое популярное место у приезжих. В настоящее время здесь сохранилась одна целая боевая башня и более 60 руинированных башенных сооружений. В прошлом Игикал являлся культурным, политическим и экономическим центром Горной Ингушетии. Пытаясь описать свои впечатления при виде этих величественных сооружений, эмоции говорят сами за себя. Именно история, глубина истории народа, республики, она это очень ценно. Я вот слушаю гида или человека, который очень хорошо знает историю, рассказывает, неохота отходить, именно интересно слушать, и воображение рисует, как здесь все раньше проходило, как был устроен быт. Классно. 3000 метров над уровнем моря, высота, покорить которую могут только сильные духом. Столовая гора ежегодно становится центром притяжения туристов и спортсменов. Покорители этой вершины вдохновляют свежий воздух, горный пейзаж, живописная природа и порции адреналина. В этом году работники Комтуризма Ингушетии благоустроили территорию у подножия горы и установили навигацию по маршруту движения. Мы повесили 6 дубовых 11-килограммовых, как мне сказали, вывесок. На каждой из них ингушская пословица и перевод на русский язык. И будем пытаться этот маршрут сделать, так сказать, республиканского значения, чтобы он был самым благоустроенным у нас. Учитывая, что это был непростой год для российского туризма, большой упор был сделан на увеличение количества гостевых домов в горном районе. Принимают заказы начинающие предприниматели через интернет-сайт. Это онлайн-площадка для поиска частного жилья по всему миру. В Комтуризме уверены, реализация такого проекта возможна только вместе с местными жителями, которые могут на этом неплохо заработать. Люди резко осознают, да, благодаря вашим передачам, что туризмом заниматься выгодно. А кто там находит, то есть себе потребность, так сказать, принять гостей. Гостеприимство, это же в крови, да, у нас в крови, и они думают, что сам Бог велел в таких красивых местах открывать гостевые дома и принимать гостей. Туристов привлекает не только горная часть Ингушетии, но и равнинная. Лучшее познание народа – изучение его истории. Несколько десятков туристов из разных городов России смогли ознакомиться с памятниками трагических и торжественных событий в истории Ингушетии. Мемориал памяти и славы – одна из главных достопримечательностей региона и излюбленное место туристов, ведь здесь запечатлены самые значимые страницы истории нашего народа. Красивое мемориальное место, и действительно для потомков это очень важно. Ну и для нас тоже, которые многие эти события знают не понаслышке, это все на наших глазах происходило. Ну, для меня, во всяком случае, кроме Великой Отечественной войны.
А Чернобыль и все остальные события – это события нашей истории, нашей жизни, которую мы прожили вместе большой страной. Не остается без внимания гостей из столицы Ингушетии, город Солнца Магаз, современные остановки и скамейки с подогревом и бесплатным Wi-Fi, электронные библиотеки, таксофоны, планшеты для связи жителей с городской властью. И, конечно, излюбленное место туристов со всех уголков мира – 100-метровая башня Согласия. Величественный небоскреб впечатляет не только внешней красотой. Переступившего ее порог ожидает удивительная экскурсия в прошлое. Боевая, полубоевая, жилая башня под звездным небом. Атмосфера перемещает в город Галгаев. Посетили это место благодаря Танзиле. Это знакомая моей подруги Дарьи. Мне очень понравилось, интересно. Давно хотела здесь побывать. У меня есть одногруппница, она тоже из Ингушетии. Она рассказывала про ваши живописные места, и меня это очень заинтересовало. Поэтому отправились в такой турпоход. Уже с этого года гости и жители республики смогут познакомиться с культурой и архитектурой горной Ингушетии, просто взглянув на роспись площадью 35 квадратных метров зданий аэропорта Магаз. Картина разделена на 3 события: национальная лезгинка на фоне башни, турист, запечатливший башенный комплекс на телефон, и 2 всадника, осматривающие труднодоступные места Ингушских гор. А выстроить вашу поездку, чтобы с удовольствием провести время и ничего не пропустить, могут волонтеры туризма. Создали такое волонтерское движение. Пытаемся взаимодействовать. Много чего не получается, планы на что рассчитывали, но какие-то моменты, даже там экскурсию провести для них, там вывести, какое-то взаимодействие с ними наладить, они с удовольствием идут на контакт, и это радует. Это необходимая часть туризма, без которой ни одно спортивное мероприятие ни другое ведомство не сможет провести. Несмотря на эпид-обстановку в республике, этот год вышел богатым на различные мероприятия, организованные Комтуризмом, в том числе и спортивного характера. Сюда можно отнести массовый забег под открытым небом Джейрах 2020, велопоход от Таргима до Магаса, соревнования по пейнтболу, республиканский турнир по популярной среди молодежи игре PUBG и массовый северокавказский забег к 250-летию единения Ингушетии с Россией. В этот день, как сегодня, 17 декабря, пошел снег с утра. Вообще думали, что никто не придет, но не отменили данное мероприятие. Спасибо МВД за то, что МЧС, за то, что поддержали это мероприятие своим присутствием, и охраной общественного порядка. Приняли участие более 150 человек. Приехали к нам с Чечни, Дагестана, Краснодарского края, Кабардино-Балкарии, насколько мне не изменяет память. И вот такое мероприятие провели. Это событийное мероприятие, которое дает инфоповод для республики. Освещение у нас было 2 федеральными телеканалами, Россия-2 и Россия-24. Поэтому я оцениваю данное мероприятие как хорошо проведенное. Национальный проект «Туризм» в первую очередь инвестиционные проекты, софинансирование, кредитование, создание обеспечивающей инфраструктуры. Масштабная программа поможет в 2021 году вывести туризм региона на совершенно новый уровень. В Ингушетии всегда есть на что посмотреть и получить массу положительных эмоций. Побывав в республике единожды, туристы понимают, сюда хочется возвращаться снова и снова. В свою очередь, наш гостеприимный народ всегда рад новым гостям. Михаил Тангиев. Итоги года.